мой приз, и давайте я вам быстренько расскажу про свои любимые модельки от Schleich. Так, сначала будем рассказывать, сделаем такой топ-5, и потом еще дополнительно расскажу про несколько отдельных моделей. Так, ладно, так у нас камера судится, делаем все очень быстро. Итак, с 5 место мы отдаем арабскому жеребцу от Schleich. Зовут у нас его кружовник, тоненький, аккуратненький, подкован, и вообще-то он очень классный. Вот. Вышел с производства. Дальше, 4 место. Из всех, то, что, естественно, есть у меня моделек, это тоже вышедшая, опять же, с производства ганнорская кобылка от Schleich. Это моя самая первая хотелка. Ну, не знаю, самая вроде обычная, но что-то меня к ней очень уж тянет. Так и не понимаю, почему, особенно если очень я раньше любила, сейчас немножко остыла любовь. Дальше давайте возьмем кобылку Фрейзел, которая у нас была на обзоре. Боже, ну посмотрите на эту мордашку, вот посмотрите. Смотрите на эти пятнышки, потрясающие пятнышки. Боже, вообще чудесная кобылка. Я не знаю, почему я раньше-то не замечала вообще. Просто вообще чудо. Далее. Тоже кобылка фрисская. Масть на самом деле очень крутая. Не совсем, что прям черная какая-нибудь супер вороная ночь. Вороная ночь, да. Мастер я. Она с такими какими-то огненными иногда оттенками. Не знаю, как хорошо эта камера отображает, но тем не менее поза очень интересна, подкована. Ну, мордашка тоже приятная. Вообще хорошая кобылка на самом деле. И первое место. Я не ожидала на самом деле, что я его выдвину на первое место, когда составляла этот топ. Но тем не менее. И жеребец Пинта от Schleich. Появился у меня он на прошлом Новом году, между прочим. Вышедший с производства, но я не знаю, ну потрясающий конь. Вот просто. Кстати, новый Пинта мне не очень нравится. Но это вот просто чудо. Эти подковки, это мордашка. Ну боже, эти глаза голубые. О боже, это офигенный конь. Это самый лучший конь из тех, что я видела. Покраска, нормальная покраска, съедобная. Подкованная, вот просто вот, не могу так. Да, теперь расскажем немножко про другие модельки. Во-первых, это моя самая первая лошадь, русская кобыла, естественно, уже давным-давно вышедшая с производства. Далее, кобылка, которая очень красивая, шайерская кобылка. Очень красивая, но не тянет меня к ней, не знаю почему, но очень красивая. Вот прям, не знаю, одна из, наверное, самых красивых вообще, которые существуют. Известный всем лузитанский жеребец. Уже покопсанный вообще вот и до весь у меня. Потертый, тоже один из первых коней. Вот здесь какие-то пятна. Вот здесь тоже какие-то царапины. Грива вся. Облезла. Но не суть. Прекрасный мальчик. Думаю, про него и говорить-то нечего. И вообще знает, по-моему. Далее Квартер-Хорс, дружок нашего танго, который лузитана. Каспиан его зовут. Не знаю почему. Ну, нравится. Ну, он как-то, тоже не тянет. Просто масть. Масть мне нравится, ребята. И жеребята. Жеребята, во-первых, да, я покупала вот этого жеребенка, кнапстроперского, вместе с этой кобылкой, между прочим. В один день самые мои 2 первые лошадки. Типа он, молочко, все. Ну, блин, не знаю, понравились они мне. Так что тоже будем отнести к первым лошадям. И немножко о моих любимых жеребятах. Это ганнорский жеребец новый. Не знаю, очень хорошая приработка такая. Хафлингерская кобылка, маленькая кобылка, наверное, ну нет, кобылка. Силовая масть, ну естественно, это хафлингер, елки-палки. Ну что, ко мне нет ничего другого. Ну вот она такая вот вытянутая вся прикольная очень. И еще поняша мини-шейцы, не знаю. Тут он у меня появлялся в один же день с Пинто жеребцом. И, наверное, стоит еще показать мою самую первую пони. Это вот датмуртская пони. Что-то уздечки у меня зашибись. На мне уздечки вот как. Ну, она, кстати, более-менее целая. Здесь какие-то потертости есть, но на самом деле внешне вполне все удовлетворяет. Вот. Ну, собственно говоря, вот так вот быстренько проехалась. Что ж, всем удачи, счастья. Насчет видео я не знаю, как часто они будут выходить. Раз в полгода, видимо, так и будут выходить. Но это не важно. Всем пока-пока. А у кого-то дождики.